Дорогие друзья, слышали бы вы этот аромат, и мы прямо сейчас это будем дегустировать. Как устроен бизнес Татарстана? Руфина Мукминова разберется, как работают предприятия, кто и чем занят на производстве. Это один день из жизни компании. Это погружение на 100. Всем привет! Наша команда погружения сегодня приехала в Мамадыш. Есть у нас любители стейков, колбас, сосисок и всего мясного производства. Вот специально для вас наш сегодняшний выпуск. Мы погружаемся в работу компании «Родные места». Поехали! Родные места – это одно из крупнейших мясных производств не только Татарстана, но и России. Этот бренд славится своими передовыми технологиями, уникальной рецептурой и постоянным контролем качества. Я уверена, вы не раз встречали эту продукцию на прилавках магазинов. Первая точка нашего погружения – это цех обвалки. Рядом со мной сейчас главный технолог РМ Агро Владимир Дрокин. И расскажите нам, пожалуйста, что происходит здесь. Я так понимаю, разделывают мясо, если говорить бытовым языком, да? Да, производится обвалка говядины. Обвалка включает в себя отделение мяса от кости с последующим жиловкой мяса. А вот этот вот кусок, он на что пойдет? Он пойдет на стейки, либо он пойдет на колбасные изделия? Вот как этот кусок разделится? С тазобедренной, с внутренней части, как правило, у нас нарезается стейк ранчо и нарезается мякоть бедра. То есть, да, возможно, вот этот вот кусок, это сколько стейков? Ну, тут и помимо названных стейков еще будет выработан гуляш, выработана поджарка, выработана зу. Это называется глазной мускул, находится в задней части бедра. Сейчас мы будем его зачищать, шеловать и из него нарежем мелкокусковые стейки. Называются медальоны. Это я люблю. Вот медальоны я знаю, и медальоны я люблю, думаю, что как наши зрители тоже. Сейчас будем резать медальоны. Мне, кстати, всегда было интересно, откуда вот на этой упаковке, да, есть четкая граммовка, и кто это? Это вы здесь взвешиваете, получается, да? Отрезаем 2 кругляшка, общий вес должен быть 300 грамм. 16. 16, да. 33. Если чуть больше, немножко срезаем. 30-31, ну, в принципе, это допустимо. Ну все, кому-то мы целых 100 грамм мяса вот подарили. Вот так выглядит современное мясное производство. Да, на каких-то участках без ручного труда не обойтись, но все-таки большую часть работы выполняет автоматика. Нарезает стейки нужных размеров, упаковывает в вакуумную упаковку. Вы можете быть уверены, что на прилавки попадает только качественное свежее мясо. Для этого в цехах поддерживается температура 6 градусов. Это, я вам скажу, холодно, поэтому давайте отправимся туда, где потеплее. Евгения Ивановна, если честно, вот здесь вот это мой рай, да, потому что я колбасная душа с детства, я просто обожаю колбасы вот всех видов. Расскажите, пожалуйста, какие наименования у вас представлены, что вы производите? Ну, вообще на производстве у нас выпускаются сосиски, сардельки, вареные колбасы, полукопченые колбасы, сырокопченые колбасы, деликатесы и линейка паштетов небольшая есть. Сейчас мы здесь находимся в отделении сырокопченой колбасы. Аромат, да? Да, это камера сушки. Здесь проходит окончательная сушка продукции, и отсюда она уже поступает на упаковку и впоследствии на прилавок. Сейчас настало то самое время, когда мы продегустируем мясное производство РМ Агро, и сделаем мы это вместе с генеральным директором Рифатом Махмутовичем. И вот он любезно пригласил нас именно на готовку этих стейков, потому что он как никто умеет это делать. Рифат Махмутович, расскажите нам, пожалуйста, вот мясное производство. Вы мясоед, поэтому решили все-таки запустить такое глобальное производство в Татарстане? Даже не могу сказать, что я великий мясоед, но мясо люблю. В свое время начал с колбасного производства. Наверное, как говорится, все говорят,
Мы с Советского Союза, может, колбасу, наверное, не доел. Я тоже. Я обожаю колбасу, сосиски даже больше, чем стейки. Я вот в этом уже признался. Поэтому уже, наверное, изначально это было колбасное производство, потом все-таки 14 лет назад мы пошли в сельское хозяйство, это у нас молочное производство. Все-таки на сегодняшний день мы вышли чуть больше 200 тонн молока ежедневно, обрабатываем больше 50 тысяч гектаров земли. Ну и вот в 2018 году мы запустили свой убойный пункт. Ну а дальше уже работать над производительностью, качеством. То есть у нас есть потенциал в растениеводстве большой. По поголовью бычков мы на сегодняшний день у нас порядка 22 тысяч единовременного содержания. Я думаю, в течение года мы доведем до 30 тысяч поголовья. Какие главные принципы у вас компании? Вот чего вы придерживаетесь? Основной принцип – это качество. Качество и еще раз качество. То есть готовить как для себя, да? Да. Потому что мы все равно родные места мы и говорим. Раньше это был РМ все-таки. Ну, с моим именем было связано, когда был еще предпринимателем. Потом мы вышли на федеральный уровень, поэтому нам пришлось сделать ребрендинг. Мы пересделали вот родные места. И вот у нас, в принципе, логан, чтобы родные места все-таки стали для всех родными местами. Дорогие друзья, сейчас настал самый вкусный момент нашего погружения. Мы будем дегустировать то, что только что приготовили. Давайте пробуйте. Нежнейшее, нежнейшее мясо. Вы все-таки мастер в готовке этого мяса. Ну, на этом наше подгружение подходит к концу. Если вы хотите пересмотреть этот выпуск, это можно сделать в наших социальных сетях, а контакты вашего производства я оставляю здесь. Вдруг у вас будут какие-то вопросы. Все, увидимся ровно через неделю и пока-пока!